Так, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Ребята, у нас сегодня СОР номер 3 по теме по разделу климат, погода и времена года. У нас были до этого очень интересные уроки, если вы помните. Вы должны вспомнить цель нашего урока, ребята, сегодня. Понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-3 минут. Определяем ключевые слова. Значит, на сегодняшнем уроке вы должны найти ключевые слова. Вы знаете, да, как это делается? Дальше. Создавать высказывания, описание с опорой на ключевые слова или план. Так, за 20 минут, ребята, вы должны закончить наш СОР. Итак, внимательно, первое задание у нас. Прочитайте, прослушайте текст и выполните задание. Давайте все вместе прочитаем этот текст. Так, Ролан, пожалуйста. Как наша тема называется? Утренние лучи. А как вы понимаете, что это такое утренние лучи? Что это? Это когда утром солнце. Конечно, давай. Утром, когда солнце выходит, на землю падают лучи. Правильно. А интересно, куда падают утренние лучи, мы сейчас с вами прочитаем. Итак, давай, Нурислам, читай громко, четко, ясно. Светлого момента красный солнечный диск стала танцевать повсюду вид. Свои золотые лучи. Будет земля. Будить, Будет будить землю. Что такое будить землю? Что такое будить землю? Разбудить. О, оттуда. Так, хорошо. Дальше. Галя. Первый луч молодой и попал на жаворонка. Угу. Кто такой у нас жаворонок? Воздух, да. Хорошо, дальше. Выпорхнул. Серебряную песенку. Какую песенку жаворонок спел? Ах, как хороша, свежим утренним воздухом, как хороша, Как привольно, да? Как хорошо, когда утром жаворонок встал с гнездышка и запел. Как хорошо, как привольно, да? Так, хорошо. Дальше. Угу. Передернул. Запрыгал. Краски на завтра. Так, хорошо. Дальше. Дальше читаем. Третий луч попал в ветку, ветку залопал, крыльями и Угу. слетели на шести заплутав стали разбегать и червяков искать. Так, хорошо. Дальше. Четвертый луч попал Четвертый луч попал в лей. в улей. А что такое улей? Ну, ясно. Угу. Выползла пчелка. Морского Кели. Юли седа на окушка Расправила крылья и зум-зум-зум полетела собирать медок с душистых цветов. Пятый луч попал в детскую, на постигнут маленькому лентяю, режет ему прямо в глаза, а он повернулся, другой бок
и опять заснул. Текст понятен, да? А теперь, ребята, внимательно посмотрите, какую же работу мы сегодня будем выполнять. Итак, первое задание у нас, ребята, из этого текста вы должны записать ключевые слова. Я думаю, что вы должны записать не менее 5 ключевых слов. Понятно, да? Не менее 5. Второе задание. Ответьте на вопрос, о каком времени говорится в рассказе? Как вы думаете, о каком времени? Это лето, конечно, потому что мы кого встретили? Кого мы встретили? Кого? Кто проснулся? Жаворонок, еще пчелки, еще куры, да? Значит, какое это время года? Лето. Понятно, да? Следующее задание, ребята, соотнесите, укажите, куда попал луч. Итак, первый луч попал куда? Так, второй луч. На зайчика. Третий луч. Курятник. Четвертый луч. В улей. Так, и пятый луч. Детскую. То есть вы стрелкой покажете, какой луч куда попал. Понятно задание? Понятно, да? И следующее задание, ребята, следующее задание – это говорение. То есть вы должны, смотрите, ребята, составить высказывание, описание на тему «Зима, красивое время года», опираясь на ключевые слова. Давайте прочитаем мы с вами ключевые слова. Белоснежные, белый, темный, глубокий, снег, сугроб, лес, узор, чудесные, волшебство и деревья. То есть, когда вы будете говорить, вы должны использовать эти ключевые слова. Понятно? Понятно, да? Ну и, конечно же, ребята, как я буду вас оценивать? Если вы определяете не менее 5-6 слов, по баллу. Если вы правильно отвечаете на вопросы, тоже по баллу будем добавлять. И когда вы будете создавать свое сообщение, вы должны соблюдать свою структуру, соблюдать алфавитические нормы, использовать ключевые слова и, значит, подготовить небольшое сообщение, да, о зиме. Только в этом случае у вас будет 11 баллов. Ну а теперь, ребята, я вам раздам ваши работы. Сверху напишите каждый свою фамилию, рядом класс, в этих же листочках вы должны работать. Понятно, да, ребята? Все понятно? Да. 20 минут. Каждый напишет свою фамилию. Кого нет? Все, начинаем работать. Каждый напишите свою фамилию и дальше работаем. Понятно, да, ребята? Все понятно? Все, начинаем работать.